Запрет на проведение массовых мероприятий никак не повлиял на любителей концертов, ведь теперь поклонники могут наслаждаться живым исполнением своих любимых песен в онлайн-режиме. Последний день лета, прощальная песня. Остатки теплого южного ветра, растрепанный дым, разбросанный пепел. Капли на перегонки по стеклам. Никто не выиграл, ладонью стерты. И только воспоминания фоткой в альбоме сделают добрые. Своим концертом фанатов уже порадовал Зейнеддин, который не только исполнил всеми любимые композиции, но еще и ответил на вопросы слушателей в прямом эфире. Кроме того, в прямой трансляции выступили Айдар Галимов, Хаким и также другие артисты Республики Башкортостан. А в отличном завершении вечера выступил народный артист республики Элвин Грей. В свою очередь, Элвин Грей провел уже несколько онлайн-концертов, на которых исполнял всеми полюбившиеся песни. Я считаю, что онлайн-концерты — это очень удобно, потому что лично я лежала дома в пижаме, с едой, в комфортной обстановке и все равно наслаждалась музыкой в режиме онлайн. Если бы я решила посетить подобные мероприятия вживую, то пришлось бы терпеть толпу людей, очереди и прочие недостатки. Молодые исполнители также не отстают от трендов и проводят онлайн-концерты. Гульнара Байгузина – талантливая певица и автор собственных песен, а также девушка записывает каверы и восхищается музыкой Леонида Агутина, который в свою очередь тоже следит за ее творчеством. У Гульнары мы узнали об ощущениях на онлайн-концертах от лица самого исполнителя. Я буду навсегда с тобою, не беспокойся, я все помню. Это, конечно же, не сравнится с живыми концертами. На живых концертах атмосфера нереальная, потому что ты вживую видишь исполнителя, ты видишь этого человека, ты слышишь, как он поет без фонограммы, без записи, своим голосом, настоящим, со своими мелизмами, которые, может быть, импровизируют прямо сейчас на сцене. Многие артисты проводят свои онлайн-концерты еженедельно, поэтому абсолютно каждый слушатель сможет найти для себя что-то по душе. Интересно, на какие онлайн-концерты уже сходили мои сверстники? Я была на онлайн-концерте Федука. Мне понравилось это мероприятие, потому что оно проходило в прямом эфире, и я могла даже общаться с другими зрителями. Но, несмотря на то, что как таковой атмосферы концерта я не почувствовала, я все равно считаю, что такие мероприятия помогают развеяться на карантине. Мировые артисты проводят онлайн-трансляции для тысячи зрителей. Звезды российской эстрады также делятся своей музыкой с поклонниками. Робко стучишься ты. А по привычке жду какого-то отзвука. Безусловно, живые концерты имеют свою неповторимую энергетику и плюсы, но онлайн-концерты стали отличной альтернативой на время карантина, в чем многие уже убедились. Мероприятия такого рода очень важны для всех жителей республики, ведь теперь, чтобы сходить на концерт любимой группы, достаточно всего лишь подключиться к интернету на своем девайсе. Вероника Первушина специально для Горы новостей.